Салют, Мустафа Сазгар, Верный слова. Дамы и господа, рада вас снова видеть. Сегодня в студии я, Юлия Панкратова, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. Итак, что же мы с вами сегодня прочитаем? А прочитаем с вами маленький текст. Сегодня вы кое-что узнаете об утюгах. Итак, погнали. Ütük. Ütük. Ütü жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газбен, көмірмен, спиртпен, бумен, керосинмен, тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Бірақ нағыз прогрестік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Читаю еще разок. Үтік жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газбен, көмірмен, спиртпен, бумен, керосинмен, тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Ох, еще раз немножко не учиться, да? Возиться. Бірақ нағыз прогрестік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Дамы и господа, я прочитала 2 раза, да? Вот вот перевод текста. Сведения об утюге можно найти в литературе 17 века. Сколько видов утюгов было изобретено в конце прошлого века? С газом, углем, спиртом, паром, керосином, утюги с подогревом и другими, да? Но настоящим прорывом стало появление электрического утюга. И я, как мастер по пошиву одежды, если во мне такой грешок, знаю, что такое качественный электрический утюг с паром. Да. Ну ладно, давайте научимся это читать. Итак, утюг. Разделили слово по слогам. Утюг. Слово утюг. И что мы с вами видим? Мы с вами сразу видим недоделанную букву У. Как же ее научиться читать? На самом деле все очень и очень просто. Что мы делаем? Мы берем слово из русского языка, например, слово люк или тюк, убираем согласную первую, и у нас остается буква Ю. Но вот как она звучит после согласной? Давайте проверим. Люк, ук, ук. Или тюк, ук, ук. Вот в казахском языке, когда мы видим недоделанную букву У, мы произносим именно этот звук. Звук Ü, как будто бы буква Ю после согласной. Погнали дальше. Дальше мы видим, вот она, палочка с точкой. Что о ней нужно знать? Нужно знать, что в казахском языке это считается мягкой буквой. Да-да-да, это мягкая гласная буква. Читается она очень и очень коротко. Она смягчает слог. Вот такие вот чудеса. В казахском языке, как правило, либо твердые гласные, либо мягкие. Если же в казахском языке, в казахском слове вы видите и твердые, и мягкие гласные, значит, это слово, скорее всего, заимствовано из других языков. Вот и все. Вот и вся магия. Погнали дальше. Ütük. Ütük. Кстати, да, если вы видите в начале слова букву «и», недоделанную букву «у», то, как правило, все остальные гласные в этом слове будут звучать тоже как буква «ü». Вот такая магия. Погнали дальше. Ütük, жайындағы, жай, жайын, жайында, жайындағы. Помним о том, что буква «ы» в казахском языке, в отличие от русского языка, читается очень и очень коротко. Если бы мы читали по-русски, было бы так. Жайындағы. Но в казахском языке она как будто бы обрубается. Жайындағы. Все. Вроде бы она есть, но вроде бы ее нет. Здесь есть еще один нюанс, буква Г. То есть буква Г с черточкой посередине. Вот, например, когда мы иногда искажаем
букву Г в слове город или в слове горох и произносим следующим образом. Город или горох, вот в казахском языке, когда видим букву Г с черточкой посередине, мы должны использовать именно этот звук и не путать их между собой, потому что в казахском языке есть и обычная буква Г, и буква Г с черточкой посередине. Вот и все. Погнали дальше. Кстати, да, ударение тоже должно стоять на букве «ы», конечно же. Но за счет того, что буква «ы» читается очень-очень коротко, ударение перескакивает вот сюда, на слог вперед. Ütük жайындағы. Не жайындағы, а жайындағы. Вообще вот это вот окончание, да? Дағы дега, тағы тега. Когда вы изучаете грамматику, вы, конечно же, знаете, что это такое. Ну, я еще пока не совсем оборзела, чтобы грамматику вам рассказывать. Но кто знает, может быть, скоро оборзею. Погнали дальше. Слово мелемет. 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 Снова разделили по слогам, да? Ничего сложного. Мы с вами видим вот эту вот непонятную букву «М». В данном случае, когда эта буква идет после согласной, заговариваюсь, пардон, можно читать так. Например, слово «мяч». Написано буква «Я» и убираем первую согласную букву «М». И что у нас остается? У нас остается буква «Я». Но если мы произносим, например, имя Яна, изначально мы слышим и краткую, да? Яна, Янис. Изначально слышим и краткую. А затем уже остаточное звучание, звук Вот когда мы видим вот эту вот букву Е перевернутую, мы произносим именно этот звук. Звук э, мя, мя, мяле, мяле. Помним снова, что палочка с точкой, среднее звучание между буквами «ы» и «и». Мяле. И звучит коротко. Мягко и коротко. Мяле, мяле, мет. Мялемет. Мялемет. Буква «е» звучит точно так же, как она и пишется в алфавите. Мялемет. Помним о том, что как пишется, так и читается, и ничего у нас не искажается. Вот и все. Ударение на букве «е», соответственно, да. Ütük жайындағы мәлімет. Погнали дальше. Видим с вами цифру 17. Вообще 17 в казахском будет он жета. Он жета. Все. Но так как это предложение, так как здесь построено словосочетание, да-да-да, соответственно, здесь есть дополнительное окончание. Здесь просто стоит окончание порядковое, да? Порядкового числительного. Онша. Он жетынша. Как образуется, я не буду рассказывать. Пока не буду рассказывать. Но читать вас научу. Повторяйте за мной. Он жетынша. Вообще надо где-то будет здесь дописать. Он жетынша. Он жетынша гасыр. Гасырда. Гасырда. Он жетінші ғасырдағы. Смотрите, букву Г вы уже читать умеете. Гасыр– это слово, от которого пошло все остальное, все остальные окончания. Окончание «да», окончание «в». Но в данном случае это цельное окончание, которое читается как «дага дега», «тага тега». Ну, это уже грамматика, да? Он жетінші ғасырдағы. Биет, те. Смотрите, здесь нет ничего сложного. Вы видите букву в начале слова. Это равносильно, что буква Я после согласной. Мяч, Вот и используем эту букву. Э. Эди, эдеби, эдебиет, эдебиет, те. Просто помним о том, что если написана буква Е, значит и читается буква Е. Мы ее не можем прочитать, например, как букву или как букву И, как если бы это иногда бывает в русском языке. И следующее слово кездеседі. В казахском языке вы можете услышать кездеседі, кездеседі, кездесед. Вот так.
в зависимости от того, где, кто, как произносит. Давайте просто научимся это читать. Кез, кезде, кездесе, кездеседа. Смотрите, ударение, конечно же, должно было бы стоять на палочке с точкой, но так как палочка с точкой у нас звучит очень коротко, да, лишь намек на буковку, то ударение переходит вот сюда, на звук, на букву Е в слоге Се. Кездеседа, кездеседа. А теперь давайте попробуем прочитать наше предложение целиком. Ütük жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Ütük жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Ütük жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Погнали дальше. Следующее предложение. Итак, разбираем с вами первое слово. Ötken. Ötken. Как научиться читать букву О с черточкой посередине? На самом деле все просто. Слово плюс убираем первую согласную, и буква Ё звучит у нас как буква казахского алфавита. Вот и вся магия. Вот проверьте, если вы произносите слово «ёлка» с буквой «ё» в начале слова, да, то она у нас звучит через и кратко. А если вы ее произносите после согласной, то буква «ё» звучит как «э», «э», «ötken», «ötken», «ötken». Буква «е» звучит ровно точно так же, как она написана в алфавите. Как пишется, так и читается, и ничего у нас не искажается. Ну и ударение, соответственно, не надо следить. Погнали дальше. Асырдың. Гасардан. Смотрите, букву Г я вас уже научила читать. Вы уже знаете, как это делается. Соединяем, да? Га, гасар, гасардан. Сначала пробуем прочитать через обычную букву Н. Затем вспоминаем, что все-таки это Н с хвостиком, и значит ее звучание меняется. Как же прочитать эту самую Н с хвостиком? Здесь тоже все просто. Сначала произносим обычную букву Н, Н. И понимаем, что у нас зубы, и понимаем, что у нас язык упирается в верхние зубы. Затем кончиком языка мы тянемся к верхнему небу и пытаемся до него дотянуться. Магия случается в тот момент, когда мы тянемся, произнеся букву Н до верхнего неба, и не дотягиваемся. Гасардан, дан, дан. Есть еще один нюанс. Например, слово English для тех, кто изучает английский язык. Буква N и буква G в сочетании, да, дают как буква N и буква G в сочетании, да, дают именно вот это вот сонорное звучание букву М в казахском алфавите. Гасардан, дан. Ну и буква У, конечно же, читается очень кратко. Гасардан, гасардан. Погнали дальше. А я гонда. А я гонда. Тоже ничего сложного. Здесь даже можно поставить минус или дефис или тире. В общем, что-то можно здесь поставить, да? А я гонда. Снова буква У, которая читается очень-очень кратко. Ударение на последний слог. Погнали дальше. Слово ытык-тым. Ытык мы уже читать умеем. И здесь прибавлено окончание тм. 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 Буква У мягкая. Букву Н вы произносить умеете. Тренируемся. Ытык-тым. Ытык. Ытык-тым. Ытык-тым. Дальше слово неще. Неще. Разделили по слогам и прочитали. Буква Е читается ровно точно так же, как в алфавите. Ударение на второй слог. Нище. Погнали дальше. Слово тыры. Тыры. После буквы Т идет недоделанная буква У. Точнее, недоделанная буква У, которая звучит как Ü. Если буква Ю в начале слова слышится через и краткую,
то в слове тюк слышится уже ее остаточное звучание. Ü, ык. Вот этот звук мы используем, как видим, недоделанную букву у. Тюрю, тюрю. Ну и дальше, все остальные гласные будут читаться как буква если в начале слова у нас стоит буква соответственно. Но палочку с точкой вы тоже уже читать научились. Погнали дальше. Слово ой, лап. Ой, лап. Погнали дальше. Шаралда. Шагаруда. Шаралда. Помним о том, что буква читается твердо и коротко. Букву В вы произносить умеете. Например, в слове город, когда вы его искажаете что, да? Шага, шагарал, шагарал, т. Вот это слово, да? Шагарал, т. Как бы еще выделять научиться. Погнали дальше. Слово газбен, газбен, газбен. Ничего сложного. Пишется так и читается. Ничего не искажается. Погнали дальше. Слово кумармен. 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 Вспоминаем, что буква читается ровно точно так же, как и слово в слове «ütken», да? «Ütken», «кумар», «ütken», «кумар». Палочка с точкой– это нечто среднее между буквами и «и». Погнали дальше. Буква «е» в третьем слоге читается так же, как она написана в алфавите. Все, ничего сложного. Спирт, пен, спирт, пен, спирт, пен. Погнали дальше. Бумен, бумен, бумен. Керосин, мен, керосин, мен. Следующее слово. Таха, таха, таха. По идее, конечно, ударение должно стоять на последнем слоге. Но мы же помним, что буква это коротко звучащая буква, поэтому ударение будет стоять на букве А. Тага. Погнали дальше. Слово басхалармен. 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 Как научиться читать букву К с хвостиком? Напомню о том, что в казахском языке есть две буквы К. Одна та самая, которая используется в русском алфавите, и буква К с хвостиком снизу. Читается она очень и очень просто. Мы просто откашливаемся через букву К. Бас, Ха, Лар, Мин. Все остальное читается точно так же, как написано в алфавите. И ударение будет на... И ударение у нас будет стоять в конце. Басхалармен. Погнали дальше. Слово кыз, кызды, кыздыры, кыздырыла, кыздырылатын. Кыздырылатын. Кыз, кызды, кыздыры, кыздырыла, кыздырылатын. Ничего сложного, просто нужно разделить по слогам и все прочитать. Очень коротко читается, твердо и коротко, да? Все, ничего сложного. Ну и ударение, соответственно, вот сюда ставится. Кыстырлатын. Погнали дальше. Ütüktер. Ütüктер. 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 Да, если стоит окончание, в данном случае множественного числа, оно, конечно же, как буква читать не будете. Ütüktер. Вот и все. И ударение будет стоять на букве Е в конце слова. Погнали дальше. Давайте прочитаем это предложение целиком, да? Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газ бен көмір мен пардон, бу мен керосин мен тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Погнали дальше. Третье предложение. Бірақ нағыз прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Читаем первое слово. Барак. Барак. Помним, что палочка с точкой читается кратко. Поэтому будет так. Брак. Брак. Брак.
Букву К с хвостиком вы читать умеете. Просто откашляйтесь через букву К. Брак, брак, брак. И смотрите, здесь стоит мягкая буква а здесь стоит твердая буква А, да? Так вот, это говорит о том, что это слово заимствовано из какого-то другого языка. Вот и все. Как раз то, о чем я вам говорила выше. Второе слово. Нафас. Нафас. Разделили по слогам, прочитали. Буква Г, например, когда мы искажаем слово город и говорим город. Вот все. Брак. Нафас. Ну и, соответственно, ударение будет стоять не здесь. По идее, оно, конечно, должно же в конце слова стоять. Но будет стоять на букве А, потому что буква очень коротко читается. Нафас. 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 Дальше идем. Слово прогресс. Так, прогресс. Так, слово прогресс у нас заимствовано и к нему прибавлено окончание казахского языка. Так, читается очень и очень просто, так как, смотрите, последний слог у нас мягкий, то и окончание мягкое. Хотя есть такое правило, если слово заимствовано из русского языка, какое бы оно ни было, даже если здесь будет что-то твердое стоять, да, какая-то твердая гласная, то ударение все, то окончание казахского языка все равно будет мягкое. Прогресс-так, прогресс-так. Ну и ударение, соответственно, будет стоять вот здесь на букве Е. Прогресс-так. Погнали дальше. На, те, же, с. На, т, же, с. На, т, же, с. Читаем буква у нас читается в слове «эдбите». Вот здесь мы ее читали уже. Ничего сложного. Например, слово «няня». Убираем букву «н». И буква «я» будет звучать как буква «э». На, т, же, с. Есть еще один вариант. Кончиком языка упираемся в нижние зубки и буква У. Есть еще один вариант, как попытаться научиться ее произносить, да? Кончиком языка упираемся в нижние зубки и пытаемся на полуулыбке произнести нечто среднее между буквами и и. Нечто среднее по мягкости, да? Если буква это совсем твердо, буква И это совсем мягко, то палочка с точкой это будет вот та самая средняя температура по больнице, которую нам надо произносить, когда мы видим эту букву в слове. На Т, на ТЖ, на ТЖ, С. На ТЖ, С. Погнали дальше. Электр. Как пишется, так и читается, ничего сложного. Ütügünün. Смотрите, слово ütüg мы уже научились произносить. Но так как дальше идет палочка с точкой и еще прибавлено дополнительное окончание, то буква К меняется на букву Г. Ну, в общем, это уже правило казахского языка. В общем, я вас просто пытаюсь научиться читать, да? В общем, я вас просто учу читать по-казахски. Ütüdünün шығуы болды. Чтобы вы не думали, что это ошибка, что здесь написано К, а здесь написано Г. Все так и пишется, все так и читается. Ошибки здесь нет. Ütüdünün шығуы болды. Смотрите, здесь мы видим букву затем мы видим везде палочки с точкой, да? И в данном случае палочки с точкой будут тоже читаться как буква Ü. В общем, два варианта. Или ütüdünün, везде букву Ü читаем, или ütüdünün. Ну, в общем, звучит практически одинаково. Можете даже не запариваться. В конце мы с вами видим букву с хвостиком. Либо вспоминаем английский язык в слове English. Буква Н и буква G дают как раз-таки казахскую сонорную букву Н. Либо произносим букву Н следующим образом, да? Кончиком языка тянемся к верхнему небу и не дотягиваясь, не дотягиваясь, произносим букву Н обыкновенную. Ütügünün, ütügünün шығуы болды. Смотрите, здесь тоже нет ничего сложного. Буква практически не читается. Букву Г вы читать умеете.
Дальше все по алфавиту. Буква У читается короткая. Ш, шагу, шагула, шагула. Следующее слово бол, да, бол, да. Буква У тоже читается коротко. Читаю это предложение целиком. Бырақ, нағыз, прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Ничего сложного, правда? Бірақ, нағыз, прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Ну а теперь давайте еще разок прочитаем весь текст целиком. Но теперь я подниму на нормальный текст. Ведь в жизни вы не увидите, что будет все разделено черточками, да, что все будет разделено по слогам. В жизни вы будете видеть вот текст. Нормальный текст, который надо уметь читать. Ütük. Ütük жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газбен, көмірмен, спиртпен, күлмен, керосинмен, тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Бірақ нағыз прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Читаем еще разок. Үтік жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газбен, көмірмен, спиртпен, бумен, керосинмен, тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Так, кажется, немножко потерял. Бірақ нағыз прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. И еще разок. Үтік жайындағы мәлімет 17 ғасырдағы әдебиетте кездеседі. Өткен ғасырдың аяғында үтіктің неше түрі ойлап шығарылды. Газбен, көмірмен, спиртпен, бумен, керосинмен, тағы басқалармен қыздырылатын үтіктер. Бірақ нағыз прогресстік нәтижесі электр үтігінің шығуы болды. Дамы и господа, я вас поздравляю. Сегодня мы с вами научились читать текст на казахском языке. Дамы и господа, сегодня мы с вами научились читать текст на казахском языке. Надеюсь, что в следующем видео мы с вами продолжим обучаться чтению. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан, и увидимся в следующий раз. Пока-пока.